Хлопзек вахатырыску телехапшча, Апсна карате дуа федерация, Вяльвяшек Сахоцев Сента, Убры Яскопи Хапи Хайтюфера. Добрый вечер, дорогие телезрители. В этом году 20 лет исполняется Федерация карате до Абхазии. Необходимо подчеркнуть успешное выступление наших спортсменов на международной арене. География весьма широкая, от Сухума до Мехико. Узнать об этом подробнее и о предстоящем чемпионате мира по шотокан в Абхазии и о перспективах этого вида спорта в нашей стране нам помогут наши гости. Президент Федерации каратэ-до Абхазии Пятый дан Шотокан, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Абхазия, судья международной категории, депутат парламента Республики Абхазия Ахра Иванович Абухба. Председатель Международной судейской коллегии Шотокан КЗХ, вице-президент Российского союза Шотокан, один из основоположников этой организации в Абхазии, шестой дан Шотокан Дмитрий Александрович Кобзев. Здравствуйте. Председатель оргкомитета Федерации каратэ-до Абхазии, стоявший у истоков образования Федерации Геннадий Алексеевич Барсыц. Вице-президент Федерации каратэ-до Абхазии, официальный представитель Федерации на международных соревнованиях. Хочу взять на заметку, 4 его детей являются воспитанниками школы каратэ-до Абхазии. 2 из них уже обладатели черного пояса. Это Бигвава Анзор Титович. Спасибо, что пришли к нам в студию. Через несколько секунд мы с вами встретимся. В 1998 году была образована Федерация шотокан-карате, и набрали детишек уже через год в Брянске. На международном турнире наша команда заняла 3-е место. Как это вам удалось вообще через год встать на пьедестал, скажем так? Если говорить об организации Федерации каратэ-до Абхазии, без вступления, предисловия, никак это невозможно объяснить, почему у нас что-то получилось. Дело в том, что единоборствами занимаюсь с 1983 года, и мой путь в карате начинался с шиторю. Шиторю — это был один из таких превалирующих стилей на территории республики. Хочу отметить, что второй чемпионат СССР, он и стал, кстати, последним, потом уже карате было запрещено, вы помните, он проводился на территории, тогда он назывался Государственным институтом сельского хозяйства, на территории сейчас нынешнего нашего университета, в спортзале этом. Владимир Анцупов, вы все его знаете, это герой Абхазии, это героическая на самом деле личность, это кандидат наук исторических, это человек, который отдал полностью себя без остатка и освободительному движению на территории нашей республики, нашей страны, и также погиб, вы знаете, в трагических событиях, когда был сбит вертолет. Это был один из первых моих учителей. И когда говорим о карате, это вот 3 составляющие, да, вот принципа: это син, это дух, который несет в себе карате. Это ни в коем случае не разрушение, это наоборот дух, который умиротворяет, дух, который делает человека добрее, сильнее, увереннее в себе. В этом смысле Владимир Анцупов по второй вот этой составляющей, дух, это, наверное, была знаменитейшая школа. Тогда не было у нас каких-либо официальных названий, там мы могли это назвать муай-тай или кикбокс, как угодно, то есть работали абсолютно всем. Тогда, между прочим, это только-только зарождалось на территории и бывшего Советского Союза и стран СНГ явление как кикбоксинг. И вот одним из таких вот родоначальников был Владимир Анцупов. Я решил продолжать дело моего учителя, значит, открыл школу или клуб, как его можно назвать. И первый чемпионат у нас происходил в Ткварчели. Начали заниматься тогда на базе 2 федераций. Это вот моей федерации, это еще раз повторюсь, 94 год, и федерации Шотокан Юры Хураско. Вместе мы поработали, успели выехать, я помню, на территорию Краснодар и юг России, мы прошли там, потом прошли сборы есть такой мастер Кеннет Фунакоши, эти сборы были в Москве.
Ну и вот так вот, как бы тихо-тихо Шотакан пришел в Абхазию. Первая команда, приехавшая сюда, такая пионер, значит, этой организации и вообще этого действия, который назывался потом Кубок Фунакоши, был Дмитрий Александрович Кобзев. Вот с тех пор мы как бы так вот работаем вместе. Как раз, кстати, вопрос к Дмитрию Александровичу. Российский союз Шотакан КЗХ всегда рядом со дня основания Федерации нашей. И по рекомендации представителя России Абхазия была представлена как хозяйка чемпионата 2020 года по Шотакан карате. На фоне последних событий антироссийского спорта, насколько вам близка наша страна? Как Ахр Иванович сказал, я в Абхазии с 98 года, а с Ахрой познакомился в 97 году. И с тех пор, чем больше я Абхазию знаю, тем больше сюда хочется приезжать. А как проходят семинары, как наши спортсмены проявляют себя? Ну, семинары у нас проходят на территории Абхазии и с нашим участием, и с участием международных инструкторов примерно 3-4 раза в год. И спортсмены, ребята абхазы из семинара в семинар, из занятия в занятие повышают свой уровень. Это видно и по тем кубкам, которые сейчас представлены, по тем выступлениям, как выезжала команда Абхазии. Да и просто они, когда выезжают, это на татами определенный праздник. Праздник энергии, праздник карате. Так что Федерация карате Абхазии на должном уровне и в России, и в мире. Спасибо, что вы так думаете о нашей федерации. Очень приятно на самом деле. Хочется сейчас представить вашему вниманию небольшой телесюжет, который рассказывает о этапах развития Федерации карате в Абхазии. Давайте посмотрим. В 1998 году создана Федерация карате-до Абхазии, и уже на следующий год абхазская команда участвует на международном турнире в Брянске и занимает 3-е место. В 2000 году наши каратисты стали обладателями 2-го места на международном традиционном турнире Кубок Фунакоши в Абхазии. В этом же году был проведен первый семинар с участием президента Всемирной Федерации карате-до Шотакан Альбертом Боутбулом, 9-й дан, представитель Франции. В 2010 году абхазские каратисты принимали участие в чемпионате мира в Мексике, где заняли общекомандное 1-е место. В личном зачете президент Федерации карате-до Абхазии Ахр Абухба занял 2-е место. После блестящего выступления абхазской команды в Мексике решением Президиума КЗХ Республика Абхазия была признана субъектом Всемирной организации. В 2012 году Федерация участвовала в открытом Кубке Панамерики, Мексика, и заняла 2-е общекомандное место. В личных встречах обладателями золотых медалей стали Ахр Абухба и Тарел Чежия. В 2013 году Федерация карате-до Абхазии становится победителем Кубка мира, проходившего в Кубе. В 2015 году участие в чемпионате мира по ЭТКФ в Стамбуле, где боролись за призовые места 26 стран мира. Абхазская команда заняла 2-е место. В личном зачете среди мастеров-ветеранов Ахр Абухба стал 1-м. В 2016 году на чемпионате мира во Франции воспитанники школы карате-до Абхазии заняли призовые места. 2 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медали в копилке наших спортсменов. В этом же году в Абхазии прошел турнир на Кубок Гешатаки Фунакоши с участием сборной Турции и стран СНГ. Сборная Абхазии в этом турнире выступила блестяще. В 2020 году в Абхазии пройдет чемпионат мира по карате Шотакан. Геннадий Алексеевич, как вы, как представитель комитета Федерации, как планируете провести чемпионат и какое значение имеет для нашей страны этот кубок, где будут представлены очень много стран за океаном? Значит, Международная Федерация приняла решение провести у своих друзей, полноправных членов Международной Федерации Шотакан в Абхазии следующий Кубок мира в 2020 году. Я думаю, что это будет знаковым событием для спорта вообще в Абхазии и, в частности, Федерации Шотакан. Прибывают команды всех тех стран, в которых мы были, и
чуть побольше круг расширится. Я думаю, что представители около 20 стран, входящих в эту международную организацию, будут здесь в Абхазии. Ну а мы, как страна гостеприимная и уже имеющая какой-то опыт проведения международных соревнований, я думаю, сделаем все для того, чтобы это прошло на хорошем уровне. Ну, естественно, хозяйка чемпионата Кубка мира, это сборная Абхазии, она достойна должна себя представить. И мы надеемся только на хорошие успехи. Можно добавить Да, вот конечно. к этому, значит, это решение было принято в Париже, да, на мероприятии, которое назывался Президиум Федерации, в общем, и именно как бы предложение о проведении чемпионата в Абхазии было сделано с российской делегацией. Предложили, по-моему, на 18-й год, да, чтобы провести. Ну, там было Да, два да, соискания, или да. Мексика, либо Абхазия. Дело в том, что, ну, честно говоря, даже для нас это было немножко удивлением, потому что даже не уведомив нашу абхазскую сторону, Мы даже меня, переглянулись, да. Игорь Робертович Садовников выступил с предложением, чтобы провести это в Абхазии. Ну, вы знаете как, я думаю, что в принципе еще у нас время есть, и подобного уровня соревнований, когда проводятся в стране, вы знаете, у нас не такая сильная база спортивная, но тем не менее, я думаю, эти 2 года мы должны как бы приложить вместе все, начиная с и главы государства, и всех, кто этим делом, как говорится, заведует, чтобы мы достойно смогли их принять. А было ли так на президиуме, что кто-то был против того, чтобы кубок проводился у нас в стране? Там вот эта сама эта федерация, она очень дружная, там нету таких разногласий, тем более каких-то политических. Просто это сами спортсмены, они уникальные люди, у них нет политики, есть как бы, поэтому такого ничего не было. Был вопрос целесообразности, то есть, где провести следующий, где провести следующий. Я абсолютно четко хочу заявить, что единоборство, развивающееся на территории нашей страны, это вне зависимости, это федерация там каратэ-до или какого направления карате, или тайквондо, или те же борцы, и те же вольники. Пициня, наш парень, вы знаете, по боям без правил очень удачно выступает. То есть все вот эти вот люди, которые огромный труд вкладывают, это, я думаю, имеет и большое политическое значение. И именно как раз, тем более последняя вот Олимпиада надвигающаяся, вы видите, что происходит со сборной России, и что чинуши от Международного олимпийского комитета творят. Поэтому я скажу так, пока есть возможность, мы обязательно должны за нее зацепиться и провести, и я думаю, это все будет нормально. Немножко вернемся назад, вот, кубок, который проходил в Турции, каким он стал для нас и как приняли, как было организовано все это. Ну, я хочу сказать, что приглашение было получено, опять-таки, это от представителей Российской Федерации, которые участвовали. Мы постарались через комитет по репатриации, через нашу диаспору, через Международный фонд ОПСНы во главе с мэром Гулко. Мы приехали в Стамбул очень серьезной командой. Нас встретили представители диаспоры, разместили. Что самое интересное, вице-президентом Шотокан Турции является наш соотечественник Кобаш Канба, обладатель 7-го дан, который входит в президиум Шотокана Турецкой Республики. И участвовал около 40 стран. Не было открытых протестов, но были какие-то моменты, которые очень дипломатично и красиво выложила наша абхазская диаспора. Каждый день находились в наших соревнованиях с флагами, с представителями всех возрастов, начиная от молодежи, заканчивая старейшинами нашей диаспоры. И результатом явился выход в финал этого кубка сборной Абхазии. Она была в финале с командой Японии, они родоначальники, но мы стали вторыми. Немножко уступили, но если Да, я не но дойти до ошибаюсь, финала, где участвуют наш- 40 стран, да, где есть представители Европы, есть представители Ближнего Востока и так далее, это очень сложно, но все прошло на хорошем уровне. Я добавлю к этому, что в личном первенстве там у нас было золото и не одно. Вот. Добавлю по поводу того, что, вы знаете, как мне все-таки на самом деле хочется вещи называть своими именами, и немножко, чтобы мы все-таки опять вернулись к тому, что вы помните, когда закончилась война, мы все верили
то, что мы все вместе рядом станем, что нам, извините за такой примитив, всего будет хватать, и вместе будем воспитывать молодежь и идти вперед. Поэтому хочется подчеркнуть, что тогда нынешний наш президент очень большие усилия приложил для того, чтобы федерация участвовала в этих соревнованиях, и мы это сумели сделать. В этом смысле, ну я как бы о чем говорю, это вот три составляющие в итоге, которые дают успех любому действию. Это вот единомышленники, это друзья, которые рядом стоят всегда и помогают. Это раз. Вторые, это и вечные единомышленники, это родители наших детей, которые также являются нашими друзьями. Извините, представитель сидит здесь, который сегодня возглавляет и оргкомитет родительский, и всегда рядом, помогает. И, ну, для меня лично это огромная честь. Вы знаете, доверить ребенка человеку, наверное, чуть-чуть верит. Вот. И далее, значит, это все-таки страна и государство и возможности. До 15-16 лет это активно работают, занимаются, тренируются. Причем и все тренера, помимо моей федерации, и другие ребята, вот Виталик Чеканава, Алик Варами, Надарка Кубава раньше, который занимался. Ну, много ребят, вот Атар Гуга, ну, всех и не перечислить, все стили. Вот 6-7 стилей только карате в нашем направлении здесь. Плюс тайквондо, плюс ушу саньда, то есть очень богатым таким букетом это все представлено в Абхазии, но тем не менее у всех одна общая такая проблемка, это отсутствие взрослых команд. Вы знаете эту знаменитую команду, извините, я, наверное, чуть-чуть надо и уметь и хвалить себя тоже. Это команда ребят моих, это Чежа, это Тачулия, это Эник, это Палаванза, это ребятки, которые впервые для нашей страны, на самом деле это для нас такой вот большой был такой революционный взрыв. Мы оказались на территории другого континента. Это маленькая страна, впервые попав туда, Дмитрий Александрович не даст мне соврать, на президиум, там же Альберт Болтбол, президент международной организации, представил меня как президента этой маленькой организации, но и представителя маленькой страны, где заявил Рохелио Флоресу, президенту, значит, мексиканской организации, что это будет very big surprise for this championship. Это большой сюрприз будет для этого чемпионата. И ребята на самом деле выложились. Но... И самое интересное и главное, наша команда выступала под своим флагом. Под Абхазией. Вот я еще раз повторюсь, вот это помогло нам именно то, это от сердца к сердцу, как говорит наш учитель, это то, что эта организация не загнана в эти юридические рамки международных олимпийских каких-то комитетов и правил. Анзор Титович, вот ваши дети занимаются давно этим видом спорта и успешно выступают. А родители как относятся? Вы возглавляете еще комитет родительский. Дают ли своих детей немножко такой опасный вид спорта, можно сказать, для юного возраста? Какая тенденция вообще есть? Ну, если рассматривать в плане того, что он травматичный или нет, то, если честно, то футбол это самый травматичный вид спорта. Поэтому с этим проблем нету. То есть, что какие-то травму получит или нет. Вопрос же в другом. Вопрос, что вот это вот школы, которые были созданы несколько столетий назад, они воспитывают человека, воспитывают в нем чувство достоинства, чувство взаимодействия в коллективе, чувства какие-то, не то что чувства, а взаимоотношения со своим учителем. Это же все просто воспитывает детей. Поэтому как бы в отношении того, что отдали ребенка, он получит какую-то травму или какие-то, нету, наоборот, это я их отдаю с удовольствием, потому что я знаю, что они будут воспитаны вот сенсеями, нормальными людьми. Можно я добавлю? Очень интересно, что травматичность во всех единоборствах на порядок ниже, чем в игровых видах спорта, потому что изначально, приходя в единоборство, есть опасность травмы. А когда есть опасность травмы, то гораздо более внимательно относишься ко всем возможным ситуациям. И поэтому на соревнованиях, разумеется, бывают там какие-то моменты, когда кровь из носа идет, когда там синяки ставятся, но зная, общаясь с другими инструкторами из других видов спорта, видно, как это бывает действительно и на футболе, и в легкой атлетике, и в баскетболе. Там
гораздо больше травм, чем в единоборствах. Ахар, еще вопрос один у меня. Наша команда готовится к чемпионату мира, который должен пройти в этом году в Акапулько. Естественно, мы рады, что мы приглашены, тем более вы понимаете, что это будет наше участие необходимо, во-первых, с точки зрения значит, оговорить 2020 год, то есть мы обязательно должны там присутствовать на президиуме, все должны понимать, куда они едут, зачем. Я думаю, пустыми мы не поедем. Это какие-то нужны слайды о нашей стране, и о наших возможностях, и как мы можем встретить, и какая-то юридическая поддержка, потому что, в принципе, они пересекают, получается, не одну границу, не одно государство. Ну, в этом смысле, я думаю, Российская Федерация, она всегда нам помогала, и Федерация Шотокан КЗХ России, она стоит рядом с нами. Ну, они виноваты, они предложили, теперь, я думаю, Мы поможем. отдуваться мы будем вместе, и я думаю, все это нормально получится. По поводу материальной составляющей, вы знаете, что это очень-очень реально тяжело сегодня в мире, не только мы, и побольше государства, и признанные не всегда имеют возможность посылать своих, в хорошем смысле, спортивных эмиссаров на любые какие-то вот такие международные мероприятия. Ну, А вы будете выступать неоднократно, выступая на международных кубках, вы становились обладателями призовых мест, первые, вторые места есть. Вы знаете как, без ложной скромности. Что-то у меня такое ощущение, что с каждым выступлением у меня лучше и лучше получается. Подведя итоги нашей беседы, хочется еще раз вернуться к тематике проведения Кубка мира в нашей стране. Вот для нашего государства, для нашего народа, для нашего спорта хочу, чтобы вы поставили точку, что это для нас вообще. Мы строим государство, нам нужна здоровая молодежь, нам нужно защищать Родину, а ее могут защитить только умные, честные, сильные люди. Этим занимается Ахреванч, этим занимаются его единомышленники. Мы всегда рядом. Страна с древнейшей историей должна иметь хорошее будущее. И тот пласт, который есть и исторический, и сегодняшний день, и вчерашний, и будущее, говорит о том, что на самом деле вокруг происходят очень большие процессы. И мы, древняя нация, древняя страна, мы были воинами всегда. И сегодняшняя молодежь, которая немножечко старается уйти в мир интернета и так далее, видя значит, не совсем хорошие оттуда плоды, мы будем стараться воспитывать в нашей молодежи любовь к родине, здоровый образ жизни, и перспектива нашей страны будет хорошей. Ваши пожелания нашему федерации, нашим спортсменам, которым еще выступать? Ну, что мне хочется сказать? Разумеется, с точки зрения человека, который тренирует ребят, мне хочется пожелать им удачи, а с точки зрения их соперника, чтобы у нас были поединки, которые бы запоминались. А хочу добавить к тем словам, которые сказал Геннадий. Те соревнования, которые будут проходить в Абхазии, это же еще и огромное общение, о чем мы говорили, огромное общение между представителями различных стран, когда политической составляющей нет вообще никакой. Единственные баталии проходят это между спортсменами в данный конкретный момент. И только вот поединок закончился, они разошлись, они могут друг другу помогать, как это очень часто было. Мы с надеждой смотрим завтрашний день. Огромная благодарность всем тем друзьям, которые сегодня стоят рядом с нами. Огромная благодарность всем тренерам. Это будут шахматы, это будет теннис, это будет карате. Что бы и чем бы ни занимались, во-первых, хочется, чтобы это был высокий уровень, профессиональный уровень. Во-вторых, чтобы это было всегда во благо нашим детям, это наше завтра, ну и значит во благо нашей страны. И Тавупи Дудзан, хочу подчеркнуть, вот так вот красиво. Мы даже растерялись сперва. Вот, и очень приятно, что вот такая круглая дата вот для нашей федерации была отмечена нашей четвертой властью. Я думаю, дальше хочется, чтобы вы тоже имели возможность ездить с нами, освещать это и показывать о том, что мы тоже, вот, хоть и маленькая страна, но такая нормальная составляющая всего мирового сообщества.
Спасибо. Мы, в свою очередь, хотим пожелать нашей федерации больших успехов, здоровья, благополучия и всему абхазскому спорту. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. И табуб я хазадарю за хахопшу за телехопштра, обзиры за его хайку фиранцы.